Греция – страна великих святых и великих святынь. Они, как жемчужины, разбросаны не только по самой материковой Греции, но и по многочисленным островам, окружающим ее. На один из таких островов мы плывем на огромном комфортабельном пароме – остров Эгина. Именно там, в лике святых, прославился Нектарий Эгинский, живший не так давно, всего каких-то 100 лет назад, но уже известный по всему православному миру. По крайней мере, в самой Греции нет ни одного города, где не было бы храма или часовни в его честь. На Крите, например, насчитывается более 100 храмов во имя святого Нектария. Он родился в 1846 году в многодетной семье. С детства его отличала искренняя вера в Бога. Когда он подрос и собрался ехать на учение, у него не хватило денег на билет на корабль, и капитан отказался взять его на борт. Мальчик стоял на причале и молился, а корабль по какой-то непонятной причине все никак не мог отчалить от берега. Но потом взгляд его упал на мальчика, упорно не уходившего с пристани, и капитан взял его на борт. После этого все неполадки сразу исправились, и корабль вышел в море. Таких вот морских чудесных историй можно много услышать в Греции. Когда мы окажемся на другом ее острове, Эвбее, где находится храм святого Иоанна Русского, нам расскажут историю о том, что когда из Турции перевозили его святые мощи, неполадки на корабле прекратились только после молебна у мощей Иоанна Русского. Ну а пока мы высаживаемся на остров Эгин. Вдали возвышаются остатки языческого храма Аполлона. Но мы едем в другую сторону, в монастырь, который в 1904 году основал святой Нектарий. В монастыре нас очень приветливо встречает его настоятельница, игуменья Феодосия. Она любит Россию и русских. Дарит нам книгу с дарственной надписью о преподобном Нектарии на русском языке, из которой мы узнаем, что святой при жизни много пострадал за клевету. В Александрийской церкви он был митрополитом. Ему было тогда всего 43 года. Но зависть и интриги сделали свое дело. Ему приказали освободить пост патриаршего наместника и покинуть Египет. Начинается путь восхождения к святости. Без средств к пропитанию, крова над головой, всеми презираемый, владыка живет в Афинах. Лишь спустя 4 года он находит постоянную работу. Его назначают директором в духовной семинарии. Преподобный Нектарий неустанно трудится, пишет книги. К нему снова начинают приходить за советом и духовной помощью люди. Но он уже думает об уединении, возможности полностью посвятить себя молитве. Так он оказывается на острове Эгина. Он был отринут целым светом. Единственное, что Матерь Божия его никогда не оставляла. То есть она всегда была с ним. Очень много раз она ему являлась. По сути, как Серафим Саровский наш, наверное, он был любимцем Матери Божией. Часто его видели здесь, как он молится перед этой иконой на воздухе, на метр от земли. И эта икона была написана по его просьбе на Афоне, именно так, как ее видел святитель Нектарий. И когда он здесь молился, очень часто оживал лик Матери Божией, она ему отвечала. Мы находимся в келье святого Нектария, где святитель провел последние 12 лет своей жизни. Когда его духовные чада хотели устроить монастырь, они нашли старый разрушенный византийский монастырь IX века. Здесь, на этом месте, когда-то подвязала святая Афанасия Эгинская. И с 1904 года, когда они приехали, начали восстанавливать. И с 1908 года в этой келье жил святитель Нектарий, до 1920, когда упокоился. Здесь его личные вещи, видите, в этом шкафчике, его тапочки. Сам шил святитель Нектарий тапочки, поскольку был очень смиренным, для сестер, для селян, для всех шил тапочки. Сверху видим губки, которые принесены как дар святителю Нектарию в память об одном чуде для ловцов губок, когда однажды здесь рыбаки на море не могли найти губки, поскольку была какая-то болезнь на море. И поскольку это очень сложное занятие за ними нырять, на большой глубине очень они растут, часто люди не возвращались, они, конечно, были очень опечалены, и через несколько дней уже пришли к святителю Нектарию
с просьбой помолиться, и как только он помолился, сразу очень много губок взяли рыбаки, и все губки в этот день были со знаком креста. Вот 3 из них видите в шкафу сверху, и после этого так уже уважали святителя Нектария рыбаки, что каждое утро, перед тем, как идти на работу, вначале приходили сюда, брали его благословение, и потом первую губку обычно ему приносили в подарок. Владыка отошел ко Господу 8 ноября 1920 года. В тот момент сильное благоухание наполнило больничную палату. Когда его переодевали, белье, снятое с тела, коснулось больного на соседней койке, и тот исцелился. Это было первое из множества чудес, которые продолжают происходить после смерти святителя. Строительство на острове в 1994 году собора во имя Святой Троицы тоже можно отнести к чудесам, ведь этот собор рассчитан на 9000 человек. Остров Эвбея мало похож на остров. От материка он отделен лишь узким проливом, который можно проехать по мосту за считанные минуты. Проезжаем город Халкиду и поднимаемся по горной дороге вверх, где среди лесов затерялось маленькое село Неопрокопиево, ставшее известным в православном мире 90 лет назад. Особенно сюда любят приезжать паломники из России. Я приехала с города Москвы, город Балашиха, Подмосковье, и через фирму «Радонеж» на святую землю греческую по святым местам. Очень рада, довольна поездкой, что Бог допустил меня до этой поездки. В этом месте испытываю Божью благодать, легкость в теле, даже усталости нету. Очень мне здесь благодатно и хорошо. Благодать в этом месте многие люди испытывают потому, что здесь находятся мощи Иоанна Русского. История этого святого такова. Иван был воином, служил в армии Петра I, в начале славных дел которого не все складывалось удачно. В своем походе на Азов Петр I потерпел поражение. 1000 воинов были убиты или взяты в плен. Так простой русский солдат Иван стал турецким рабом. Турки долго и безуспешно пытались обратить Ивана в ислам. Он терпел разные издевательства и пытки. С него сняли кожу и бросили его в навоз. А какой-то человек его подобрал, хозяин турецкий, и он за 2 дня у него стала вырастать новая кожа. И его полюбили как турки, так и греки. Он проповедовал, и поэтому он стал святым как для турок, так и для греков. Сохраняя свою христианскую веру, Иоанн Русский честно служил своему хозяину-мусульманину. Однажды этот человек отправился в Мекку для поклонения и по пути ужасно проголодался. А в это самое время Иван подошел к его жене со словами: «Если ты дашь мне котелок с едой, я передам его хозяину». Все, кто слышал это, развеселились и ради смеха дали ему этот котелок. Иван вышел, помолился Христу, и котелок чудесным образом переместился за 1000 верст. Вот этот котелок. Когда Господь хочет показать людям святого человека, Он дает ему Божью силу. Безусловно, ангел Божий помог Иоанну Русскому перенести этот котелок с пловом в Мекку. Однако, став почитаемым, Иоанн Русский не изменил своего образа жизни, по-прежнему проводя ее в тяжелом труде и молитве. Перед смертью он тяжело заболел и, не имея возможности встать, послал за священником, чтобы тот причастил его. Священник побоялся открыто идти в дом к мусульманину и передал святые дары, спрятав их в яблоки. Причастившись, праведник скончался. Это произошло 27 мая 1730 года. Могила святого сразу стала местом паломничества.
На ней совершались чудеса. Через 3 года местный священник увидел Иоанна во сне, и тот сказал ему, что тело осталось нетленным. После чудесного явления огненного столпа над могилой местные христиане решились открыть ее. Тело действительно оказалось нетленным и источало благоухание. В 1832 году мощи пытались сжечь. Но увидя Иоанна живым, с грозным видом стоявшего среди огня, турки не выдержали и в ужасе разбежались. На другой день тело святого нашли в целости среди обгоревших углей и пепла. Оно почернело от дыма и копоти, но было таким же благоуханным и нетленным. В 1924 году греческое население покидает Малую Азию, христиане из селения, где жил святой Иоанн, переезжают на остров Эвбея. С собой они забирают и мощи праведного Иоанна. Здесь начинается строительство большого нового храма. Сейчас в храме Иоанна Русского очень часто совершаются крещения. Таинство это в Греции происходит особенно торжественно и красиво. Молодая женщина, Кристина, из Афин. Она рассказывает, что сначала приезжала сюда молить Иоанна Русского о ребенке. Считается, что святой особенно помогает в деторождении. И вот она снова здесь, уже для того, чтобы поблагодарить Иоанна Русского и покрестить дарованного ей малыша. Такие истории здесь не редкость. Отец Иоанн говорит, что сам лично крестил 17 тысяч детей в этом храме. Похожее чудо произошло и в семье самого отца Иоанна. Об этом мы расскажем в следующем выпуске нашей программы. Всего доброго, духовной радости вам!